Финляндия. Это небольшое государство на севере Европы, ближайший сосед России. Одно из главных преимуществ страны – это сильная экономика и промышленность. Как страна Суоми стала богатой и известной, рассказывают Рустаму Минниханову. Это национальный музей. Здесь не только современная, но и древняя история Финляндии. Кстати, как выяснилось, некоторые экспонаты были найдены в Татарстане. 110 лет назад практически ровно вот эта коллекция, а это почти 11 тысяч экземпляров, 10 935, в основном собраны в Болгарах, в Тетюшах, в Спасске. У них везде эти названия Чистополь. Как оказалось, национальные музеи Финляндии и Татарстана строят планы по сотрудничеству. О них рассказали Рустаму Минниханову. Президент только за. У нас будет повод сюда почаще приезжать, туристов направлять. Ребенок может выбрать свою собственную аватару, ему предлагается на выбор. Это больница в том же Хельсинки. Здесь Рустам Минниханов провел чуть меньше часа, осмотрел, как работают и чем оснащена клиника. В первую очередь обратил внимание на новинки в области цифровых технологий. Передовые цифровые технологии, которые вообще облегчают работу и медперсонала, и пациентов. Это уже главная площадка Международного форума возобновляемых ресурсов экономики. Свои разработки показывают 20 компаний. В основном это проекты по сохранению экологии. Здесь же Рустам Минниханов встретился с исполняющим обязанности министра экономики Финляндии Микки Линтиля. Вспомнил, что тренером вратарей хоккейного Акбарса был именно финн. Он ушел, и мы проиграли. Рустам Минниханов встретился и с мэром Хельсинки Яну Вапавуори. Президент Татарстана сказал о заинтересованности сотрудничества в сельском хозяйстве, развитии малого и среднего бизнеса, в инновациях, образовании и в охране окружающей среды. Наша страна инновационная, очень развитая. Самое главное – открытые. Такими же открытыми отношения между Татарстаном и Финляндией, видимо, будут и дальше. Рустам Минниханов пригласил Яна Вапавуори посетить нашу республику. Сергей Хайдаров, Марат Хусаинов, ТНВ, Финляндия.